Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативного аналитического клуба. И, как я на прошлой передаче сказал, пришел август месяц, и пришла пора различным западным фальсификациям. И мы сегодня с вами рассмотрим тему геноцида еврейского народа на территории Беларуси. Хотелось бы отметить малоизвестный факт, что 15 августа 1941 года в Минск приезжал Гиммлер, и ему на территории полигона, который в настоящее время называется Куропаты, ему продемонстрировали показательный расстрел еврейского населения. И вот что хотелось бы сказать на этот счет, что расстрелы производила Айнзац группа Б, Айнзац команда 8, помогала в расстреле 322-й полицейский батальон, который был сюда направлен с Беловежья, с Белостока. Они там в июле месяце занимались уничтожением людей, уничтожением коммунистов, евреев, то есть проводили свои плановые карательные акции, и в начале августа их перебросили в Минск для особо ответственного задания. Получается так, что о том, что делал батальон, запись появилась только после того, когда Гиммлер уехал. То есть запись в дневнике боевых действий было сказано, что первая рота батальона прибыла в пункт постоянной дислокации после выполнения задач по сопровождению Гиммлера. Вот так вот обтекаемо написано было, но в реальности они фактически занимались расстрелами. И вот когда шли расстрелы, все было четко спланировано, четко был сценарий разработан. И когда расстрелы закончились, Гиммлер сказал, что нельзя наших солдат подвергать такой психической нагрузке, типа кого же мы растим с наших молодых немцев, арийцев. И нужно придумать какой-то способ, чтобы он не так сильно травмировал психику немецких солдат. И вот это вот указание Гиммлера, оно стало поворотным в политике геноцида и еврейского народа, и вообще советского народа на территории, оккупированной территории. То есть тогда впервые... Началась вьетнамизация. Вот тогда было впервые расстреляны женщины. Раньше немцы женщин не расстреливали. Был мальчик расстрелян. И ввод коллаборационистов массовый для истребления. И вот когда у нас любители в 2020 году, которые любили акцентировать внимание, что типа наши коллаборанты, типа вот эти полицаи, доморощенные и тому подобное, они боролись с коммуняками, и тому подобное, бред всякий, то именно вот массовое использование вот этих предателей Родины именно началось после указаний Гиммлера. Но на Беларуси не было никакие такие. Да, так у нас заводились у нас мало литовские и украинские. У нас был сформирован, не у нас, а в Белостоке, был сформирован первый украинский полицейский батальон. Потом его сюда перебросили в Минск, его стали называть 41-м батальоном украинским. А здесь, в Минске, был сформирован второй украинский батальон, который потом переименовали в 42-й. Так вот, 41-й украинский батальон, он фактически один из первых, не один из первых, но он участвовал именно в расстрелах, но участвовал уже 7 ноября, когда шли расстрелы. А до того здесь орудовали латыши, они были прикомандированы к Минскому СД. Потом в сентябре месяце сюда перебросили батальон Лейхсгаллера, он был немецко-литовский батальон Лейхсгаллера. Потом, когда посмотрели, что все равно людей не хватает для уничтожения, для карательных акций, следом через несколько дней перебросили батальон Анатанаса Инкулявича, 2-й батальон. У Лейхсгаллера был 11-й. И в конце октября месяца произошли штатные мероприятия, и
из этих двух батальонов, со 2-го и с 11-го батальона, сформировали 12-й литовский полицейский батальон Кауэна. И вот что снова важно отметить, что происходили эти массовые расстрелы в том самом месте, которое с легкой руки фальсификаторов 1988 года и далее их преемников до сего дня, значит, получило название Куропаты, а в документах процессов над нацистскими преступниками в Германии оно четко названо полигон, потому что там было стрельбище погранвойск. Нет, одно НКВД. Собственно говоря, но граница проходила близко от Минска, и туда ездили, на стрельбище погранвойска. Естественно, погранвойска были частью войск НКВД. Кстати, и Могилев защищали войска НКВД, а не батальон милиции, как это прозвали, значит, стыдливо, с каких пор милиция воюет побатальонно. Ну, и вот, кстати, еще маленький момент, тоже, который мало где афишируется, именно в Зеленом Луге, там, где Боровая находится, там был создан запасной командный пункт штаба Белорусского военного округа. И рядышком, вот там, где сейчас, в Зеленый Луг, где Логойский тракт идет, там сейчас остановка вот этих автобусов стоит. Так вот, на этом месте размещался полк советских войск. Там было вот на аэрофотоснимке четко видны 9 казарм или 10 там зданий. То есть это как раз полк. Если одна казарма народу, то получается 9 рот боевых, 10 обеспечения. Вот вам, пожалуйста. И потом в этом казармах размещались немцы, а запасной командный пункт немцы использовали уже в 1944 году, когда начинались бомбежки. Высшее руководство туда пряталось, вот эти бетонированные подземные помещения от бомбежек. Использовали как могли имевшиеся, соответственно, вооружение. Соответственно, вот этот полигон, или как сейчас более привычное название Куропаты, они там создали. Сначала это было место расстрела, массовых расстрелов для Минского СД, а потом, когда уже увеличились объемы расстрела людей, которые нужно было тысячами уничтожать, была вырыта земляная тюрьма, и уже как только она была создана, земляная тюрьма, как только евреи, обреченные на смерть, стали там ночевать, то по современному градации место расстрела превратилось в лагерь смерти. То есть если заключенный хотя бы ночь провел на этом месте, это было уже непосредственно, это уже вот интересный момент, я еще отметил, Александр Степанович. Значит, среди того, что нарыли фальсификаторы истории и последующих нацистских недобитков, и, очевидно, там и сами нацистские недобитки, собственно говоря, советам приложили, именно они знали, где находятся такие места массовых погребений, найдено было много пуль короткоствольного оружия. Собственно, то, что фальсификаторам, значит, для фальсификации пригодилось. Так вот, важно помнить, что более четверти личного состава литовских коллаборационистских подразделений вооруженных, более четверти были вооружены короткоствольным оружием. Это приводит подробные данные Петра Станкер в своем подробнейшем описании литовских полицейских батальонов и коллаборантов и всего этого, значит, он там даже не преминул, посвятил главу Юденполицай сионистским отморозкам, которые, собственно, сотрудничали с нацистами в деле истребления евреев в гетто Ковна и Вильны. Вот. Значит, более четверти личного состава, не командного состава, личного рядового состава, были вооружены короткоствольным оружием. Это короткоствольное оружие было им дано не для того, чтобы красоваться перед тещей. Но им было дано, чтобы убивать абсолютно безоружных и неспособных к сопротивлению мирных людей, собственно, что они, очевидно, и производили
так называемых Куропатов. Я думаю, что нам надо бы вот такой термин употребить. Минский Бабий Яр. Собственно говоря, так же, как Бабий Яр в Киеве знаменитый, где нацисты осуществили первую акцию массового истребления еврейского населения. Затем там, кстати, истребляли различные группы населения, еще другие. Но именно по случаю иудейского праздника День Всепрощения, там было массовое истребление евреев, проведено десятки тысяч людей, о чем, кстати, немедленно стало известно и советскому руководству, и советское руководство сообщило об этом всему миру. Поэтому действительно отрицатели, замалчиватели нацистского геноцида, которые на Западе, значит, придумали слово «Холокост», и замалчивателями были западные державы. Именно советское правительство сообщило одним из первых, собственно, первой же этой акции сразу было сообщено Бабий Яр. Так вот, еще до этого, 15 августа в Минске, был проведен, собственно, вот этот пробно-показательный расстрел, о котором вы рассказали. Это был расстрел евреев, именно евреев. И он, собственно, как исследование вашей Максима Георгиевича Солдаткина показали над материалами, полученными из ФРГ, да, из Мюнхенских архивов. Все стрелки показывают, что это было именно там. Именно этот самый полигон, там, где было стрельбище. Еще же, кроме того, что в Беларусь стали сгонять полицаев, литовских, латышских, украинских, был батальон польских полицаев. Но кроме этого, немцы стали разрабатывать душегубки, газваген. И вот когда в новинках умерщвляли душевно больных людей, их загоняли в баню. В бане снизу было проделано 2 отверстия в 8 сантиметров. Туда поставляли шланги от выхлопных труб. А потом оно было уже на грузовиках, да, подвижное. Да, и там присутствовал врач. И врач фиксировал именно время, сколько человек загонялись. И первый раз, когда первую партию травили, не все были отравлены, их достреливали. А потом уже, да, уже отшлифовали время, методику. И этим, собственно, осуществлялись директивы, которые Гиммлер дал при таком полевом расстреле, что надо избавлять полевые части от этого дела, как-то ставить на поток. С одной стороны, активно применять отморозков местных, и с другой стороны, автоматизировать. Вот. Теперь важно знать, что Вальтер Рауф, изобретатель газвагена, который в Минске был опробован, он такую сделал блестящую карьеру, что он еще успел быть членом правительства Пиночета. Он был советником по внутренней безопасности у Пиночета. У того самого демократического правительства, которое, свергнув тоталитарный режим Альенде, американские спецслужбы воцарили над чилийским народом. Знали, кого ставить. Вот. И это все не случайные были люди. И он, вот это была его последняя, как бы, должность в рамках его блестящей карьеры. Значит, и у нас тут нет. Ну, и вот, так западные демократии воевали с тоталитаризмом. И вот теперь давайте так уже более-менее подведем итоги вот это посещение Гиммлера, которое было 15 августа. То есть первое. Было, собственно, это Минский Бабий Яр. То есть начали, 15 августа Минский Бабий Яр. У нас начали расстреливать, кроме мужчин, женщин и детей, стали расстреливать после посещения Гиммлера, то есть даже в его время посещения. После этого у нас массово стали уничтожать, в том числе душевно больных. После этого нашу землю стали наполнять предатели с Украины, Латвии, Литвы и Польши для уничтожения людей. То есть НЗАЦ группы, НЗАЦ команды, которые были, они выделялись для них 2-3 человек, которые просто контролировали, как вот эти палачи исполняют их указания. И появились душегубки. Но еще нужно отметить следующий момент, что Куропаты, вот этот полигон, он сначала был местом расстрела, потом стал лагерем смерти. И когда в 1942 году, в январе месяце,
проходила Ванзейская конференция, на которой обсуждались технические вопросы окончательного решения еврейского вопроса, ну, технические там моменты, как, где, сколько нужно было уничтожать. После этого стал вопрос, что Куропаты, вот этот полигон, он по своим масштабам и по своей логистике, он не соответствовал требованиям для массового уничтожения большого количества И евреев. тогда был заложен Тростенец. Да, и вот тогда уже в марте месяце СД провело в Минске конференцию, очередную встречу, где решался вопрос о масштабном уничтожении евреев. И вот что, кстати, интересно, вот у меня есть табличка в документах Ванзейской конференции, сколько евреев у нас тогда оставалось еще не уничтоженных. И вот Вайс, Русланд, Аус, Шела, включая Белосток, оставалось 446 484 еврея на территории Вайс, Руслан, Аус, Шлиссендик. Белосток. Так, то есть не включая Белосток. Да. Вот, пожалуйста, 446 500 000 на начало 42-го года. Да. Ну, собственно, до тех пор успели расстрелять только считанные Не, пару ну, десятков. 42 тысячи в Минске было расстреляно, и все. Больше я Ну вот, да. в отчетах... То есть тут мы, собственно, знаем, сколько и было евреев То есть, на грубо говоря, в СССР. Без города Белостока там было еще 50 000 ну вот, евреев. если так просуммировать, вот здесь получается Значит, 500 000. 500 000, значит, с Белостоком было где-то 500 000 50 Да. тысяч перед войной. Вот это вот немецкие документы, которые, я считаю, что... Это те, кто можно попали взять. в оккупацию. Да, Да. да. Ну, вот как-то вот так вот. Поэтому 15 августа это траурный день для Беларуси, не только для евреев, потому что у нас была открыта новая система геноцида, у нас была создана именно система коллаборантов, потом появилась Газваген, которые уничтожали людей, и немцы после этой даты перешли на уничтожение женщин и детей. Но, тем не менее, и мы не можем не отметить, что если Тростенец известен кругом и всюду, а вот это место, полигон, там, где происходил Минский Бабий Яр, по сей день даже не признано как место геноцида белорусского народа. Несмотря на то, что и вы, Александр Степанович, и я лично неоднократно и направляли материалы, и лично передавали, в частности, товарищам Шикунцу, Толкачеву, материалы, касающиеся того, что там место геноцида белорусского народа. Вот получено мною письмо за подписью товарища Толкачева. Вопрос отнесения того или иного захоронения к числу мест геноцида входит в компетенцию органа, расследующего уголовное дело. То есть, собственно, его Толкачева отдела в Генеральной прокуратуре. Ну и, значит, четкого ответа нету. Будем генерального прокурора спрашивать. Отметим то-то место, запишем точно координаты по широте, по долготе, основательно сделаем запрос. Отнесено оно к местам геноцида или нет? Ну, Вот. И дальше сказано. Правовая оценка указанных материалов может быть дана лишь по результатам всестороннего, полнообъективного исследования всех обстоятельств дела. И все это громадное количество материалов, в настоящем сообщаю, что ваши материалы там приобщены, да, докурания предоставлены, приобщены к материалам уголовного дела о геноциде белорусского народа. Ну, так будет всестороннее, полное объективное расследование или нет? Так оно будет или нет? Ну, на эту ерническую отписку зададим прямые вопросы генеральному прокурору. Они должны быть короткие, хорошо над ними поработаем. И точные данные по широте, долготе включим. За нами не пропадет. Итак, 15 августа, день Минского Бабьего Яра, начало геноцида белорусского народа. массового геноцида. Массового геноцида. До того да. уничтожали. Да. Начало массового истребления системного в рамках системного геноцида белорусского народа.
Ну, я думаю, мы достаточно подробно изложили материал. Делайте выводы. А на этом мы заканчиваем наше выступление. До новых встреч.